Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня первый президент Мордовии Василий Дмитриевич Гусляников расскажет нам о депутатском корпусе конца перестройки. Пожалуйста, Василий Дмитриевич. Значит, очень интересная книжечка была выпущена в свое время, издана в феврале 1991 года, такой справочник. Ну и что интересно, на этом справочнике гриф «Для служебного пользования». То есть народу не обязательно знать, кто у них депутаты и чем они дышат. Ну, а вообще книжка очень полезная, поскольку кратко о каждом депутате здесь говорится. Ну, во-первых, надо сказать, что последний депутатский корпус СССР выборы прошли в 1989 году, и от нашей республики было избрано 10 человек депутатов. И надо отметить, что вот именно нам, нашим сторонникам, которые поддерживали перестройку и развитие демократии в СССР, удалось провести своего кандидата, как бы не упирались власти КПСС, то Тюрина Тамара Васильевна стала народным депутатом в полном смысле слова этого народным, потому что она была избрана вопреки давлению обкома партии при поддержке народа. Ну, вот среди этих 10 людей там несколько фамилий, но обо многих и сказать нечего, поскольку парламент СССР проработал менее 2 лет. Когда СССР кончился, то и парламент был распущен. Ну, что интересно, вот открываем мы эту книжечку, и на втором месте стоит, значит, народный депутат СССР Березин Анатолий Иванович. Ну, и о нем тут краткая биография, что с 1971 года первый секретарь Мордовского обкома КПСС, с апреля по октябрь 1990 года работал председателем Верховного Совета Мордовской ССР. Но ни слова не сказано о том, что в июле 1990 года Березин Анатолий Иванович исключен был из КПСС. А это очень важный момент за те нарушения, которые на этом посту он допускал. Значит, было избрано в 90-м году и 15 депутатов Российской Федерации. Тогда это, вернее, 10 депутатов Российской Федерации, тогда это назывались народные депутаты РСФСР еще. Вот. Среди них уже много таких разноплановых лиц, поскольку это были полусвободные выборы, и можно было выдвинуть альтернативных кандидатов. Правда, административный ресурс вовсю использовался, и альтернативные кандидаты не могли, в принципе, победить. Но несколько кандидатов, выдвинутых вот от трудовых коллективов, стали народными депутатами РСФСР и активно сотрудничали с нами, демократами. Тут и Николай Петрович Макаркин, который был в то время заведующим кафедрой экономической в нашем Мордовском университете, и известный борец за демократию Беспалов Владимир Васильевич. Он был от Ковылкинского электромеханического завода выдвинут начальник цеха, и он также активно принимал участие вот в демократическом движении. Можно сказать, это вот две фигуры, Беспалов и Макаркин, на которые мы опирались и с которыми вместе проводили съезд учредительный движение «Демократическая Россия». А вот вы улыбнулись, там какой-то интересный случай связан с ним, с Беспаловым? Нет, ну, у него нормальная позиция такая. Он работал начальником цеха, то есть имел определенный навык руководящей работой, и активно работал в парламенте Российской Федерации на освобожденной основе. Потом стал предпринимателем средней руки. Так, в общем, неплохо его жизнь сложилась. Но в то же время здесь было несколько таких значимых фигур, которые имели вес большой у нас в республике. Например, Волков Станислав Петрович, который возглавлял хозяйство большое
совхоз имени 25-го съезда. Вот. Жочкин Николай Михайлович, который в свое время был первым секретарем горкома КПСС. Были представители из Москвы. Вот Иванова Татьяна Георгиевна, она была первый секретарь Калининского райкома КПСС города Москвы, но ей там места не хватило, поэтому она баллотировалась от нашей республики. Ну, как это у нас часто бывает, избирали одного из одного. Был Конев Владимир Семенович, это директор Саранского завода резинотехники. Вот. Был Мартынов Дмитрий Дмитриевич, этот человек тяготел к демократии, поскольку человек был очень грамотный, он возглавлял Кемлянский совхозтехникум, вот, крепкий хозяйственник был, но принимал перестройку близко и поддерживал ее во многих случаях. Ну и был известный карьерист Медведев Николай Павлович. О нем я говорить не буду, про него тут у нас в республике все знают. Я думаю, что это просто, такой человек, который всю жизнь в комсомоле и партийной работе, но слишком высокомерен просто. Санаев Владимир Иванович, это второй секретарь Мордовского обкома КПСС, ну и, как положено, был депутат от низов, доярка Тюркина Нина Сергеевна из Зубополянского района. Вот эти люди были депутатами РСФСР. Василий Дмитриевич, да. Не забудьте мысль. А вот для тех телезрителей, которые, может быть, не знают, что такое перестройка, что вот в вашем понимании была перестройка? Я думаю, что все люди, которые смотрят в интернете что-то, они знают, что такое перестройка. Если нет, они после этих слов наберут слово перестройка и там все узнают. То есть тот момент, когда КПСС уже не могла жить по-старому, как учил Ленин, верхи не могут, а низы не хотят, то есть была создана революционная ситуация в нашей стране, в СССР. То есть цены на нефть упали, денег не хватало, продуктов в магазинах не было. Ситуация сложилась на самом деле революционная. Кредиты на Западе уже не давали, поэтому деваться было некуда, и Михаил Сергеевич Горбачев, который, если бы можно, он бы правил, как и правили до него многие первые секретари. Он же не дурак рубить под собой сук, на котором он сидит. Если бы все было возможно, так бы продолжалось. Но делать надо было что-то новое, поскольку по-старому жить было нельзя. Поэтому затеяна была перестройка. Но перестройка не могла быть затеяна без укрепления демократии и гласности, а когда появилась гласность, то тут уже союз и рухнул. Потому что когда были обнародованы такие факты, когда сотни тысяч людей были незаконно репрессированы, можно сказать, погибли от рук самой партии, причем не только там те люди, которые, может, на самом деле вынашивали теорию заговора против Сталина, но те люди, которые к этому близко не были причастны, там и рабочие, и колхозники рядовые были под одну гребенку, вплоть до лишения жизни. А уж сколько миллионов у нас прошли ГУЛАГ, об этом можно почитать. Вот замечательная библиотека, которую мне подарил общество «Мемориал», 50 томов, изданные Фондом демократии Яковлева, книги, замечательные книги, там документально все это подтверждено. Василий Дмитриевич, а вот Михаил Сергеевич Горбачев в своих интервью говорит, что перестройка до сих пор не завершена, до сих пор она продолжается. Вы тоже так считаете, да? Да не то, что считаем, это на самом деле ясно. Потому что у перестройки не может быть конца. В любом случае всегда можно найти новые приемы в жизни, которые помогут народу легче жить. И она должна продолжаться всегда. Но тем людям, которые укрепились у власти, она часто не нужна, потому что с помощью перестройки перестраивается структура власти и приходят к власти новые. Это вот на примере Украины нам сейчас видно. Что если бы перестройка у нас продолжалась и была, то у нас давно бы уже власть поменялась. А так, как в том анекдоте, меняются между собой президент и глава правительства, а кому бежать в магазин, они между собой там решают.
Поэтому перестройка, она должна продолжаться, демократия должна укрепляться, что, к сожалению, в последнее время у нас не наблюдается. Ну, мы переходим к нашим депутатам. Это уже депутаты Верховного Совета Мордовской ССР. Здесь надо сделать очень веское замечание. Если посмотреть, в 1990 году это были первые полусвободные выборы депутатов регионов. Что это означает? Это означает, что впервые можно было выдвигать от трудовых коллективов альтернативную кандидатуру. Ведь до 90-го года мы на выборах всегда голосовали за одного из одного. Это продолжалось, начиная с 17-го года. В нашем краеведческом музее несколько лет назад была замечательная выставка. В 1917 году в России были свободные демократические выборы, на которых победила партия социал-революционеров. В Саранске было 6 различных зарегистрированных избирательных объединений. Тут и социал-демократы, и эсеры, и бунт, и другие, сейчас я там не помню. То есть настоящие были альтернативные выборы. А потом уже смотришь, там бюллетени под стеклом были выставлены, например, выборы 1935 там года, 1939 года, один из одного. Вот такие у нас выборы продолжались вплоть до 1989 года, когда уже получилась возможность выдвижения альтернативных кандидатов, и народ поддержал. Поэтому вот я скажу, что в Верховном Совете Российской Федерации была даже создана фракция «Демократическая Россия», в которой входило около 200 депутатов из примерно 1000 депутатов. То есть это уже определенная сила была. Ну а в нашем парламенте было 130 депутатов избрано по безальтернативным округам из 175. Это был самый высокий процент в СССР. Тогда еще действовал СССР, в 90-м году был жив. И выборы проводились не только в Российской Федерации, но и в других регионах, других союзных республиках. И если, например, в Прибалтике там народ мог сказать свое веское слово, потому что там демократия на шаг впереди шла, то, например, в том же Таджикистане, Узбекистане, там административный ресурс действовал очень сильно, поэтому там практически депутаты были все избраны те, которые были назначены, можно сказать, правящей партией КПСС в то время. А у избирателей была возможность голосовать за или против, да, в этих? Да, ну, естественно, находились, может быть, несколько там смельчаков на каждом избирательном участке, которые или портили бюллетень, или перечеркивали, или там даже писали иногда матерные слова. Но, как говорил Сталин, не важно, как голосуют, важно, как считают. Поэтому всегда публиковались результаты на выборах, что победила правящая партия коммунистов, блок коммунистов и беспартийных, и голосовали за них 99,9, иногда 99,8%. Вот переходя как раз к тем депутатам, которые были избраны у нас в Мордовии, я хочу рассказать об этом депутатском корпусе, поскольку мне довелось примерно 1,5 года работать в этом депутатском корпусе, а потом уже после избрания президентом Республики Мордовии, тогда еще Мордовская ССР, меня из депутатов вывели, поскольку в соответствии с законом представитель исполнительной власти не мог быть народным депутатом. Значит, Авдюшкина Татьяна Семеновна, это народный депутат из Саранска. Она заготовщица спирали электровакуумных приборов на Лисме работала. Ну, она хотела к нам примкнуть, нас поддерживала, особенно если когда было тайное голосование. Но открыто выразить нашу поддержку она не могла, так как могли бы быть проблемы на работе.
Далее, Аверкин Семен Степанович. Это главный инженер республиканского объединения мордов Мелиорация. Вот, и начальник этого объединения с 1984 года. Это винтик той системы, которая работала до этих выборов. Ну, надо отметить, что ржавый винтик. Адушкин Виктор Алексеевич. Ну, Адушкин был с 1986 года прокурором Мордовской ССР, а с 1991 года заместитель прокурора Мордовской ССР. Ну, как это так бывает, я не знаю. Это повышение вниз называется, поэтому тут о чем можно говорить? Что служил верой и правдой КПСС, а потом где-то не дослужил. Ну и, наверное, дали ему приставной стул. Далее, Альмяшев Кабир Абдулович. Это, надо отметить, самый долговременный глава района в нашей Мордовии. По-моему, около 25 лет он возглавлял Лямберский район. Вот, это, можно сказать, местный Микоян, который от Ильича до Ильича без паралича. Алямкин Игнат Федорович. Вот это, можно сказать, отрыжка демократии. Когда была возможность выдвинуть трудовым коллективом своих кандидатов, вот, это плотник РСУ-4 Треста Саранск Гражданстрой, был выдвинут Алямкин Игнат Федорович. Он активно принимал участие в первых митингах, выражал недовольство действиями властей, потому что на самом деле довольных властями тогда не было, так как магазины были пустые, а людям кушать хочется всегда. Ну, потом он позицию поменял и стал уже выразителем интересов Бирюкова и Бирюковщины, ну, одним словом, плотник. Далее Андреянов Александр Петрович. Это замечательный работяга с централита, настоящий сталевар, сам по себе крупный мужчина, потому что там работа трудная, смелый, демократ, правдоруб, вот. Поэтому не боялся выступать, потому что должности у нее никакой не было, на эту работу не больно люди стремились, хоть она и высокооплачиваемая была, но тяжелая работа. А человек, который не зависит от работодателя, сильно не зависит, он смелый. Так вот, Александр Петрович был смелый человек, и мы с ним до сих пор поддерживаем отношения. Аношкин Владимир Кузьмич. Вот. Он работал в Тресте спецстроймонтаж, потом тракторист колхоза имени Калинина, больше Березняковского района. Но я ничего особенного сказать о нем не могу, потому что не видел, не слышал, но, скорее всего, приверженец тех сил, которые его выдвинули и сделали депутатом. Вот за те там 1,5-2 года, что я был депутатом, я не слышал ни одного выступления его. А раньше все посещали заседания? Ну, явка была большая, 90%. То есть, если 175, то обычно 160 всегда присутствовало. То есть их интересовало действительно? Я думаю, что не столько интересовало, сколько они чувствовали обязанность. Раз их КПСС назначила депутатами, надо прийти и вовремя поднять руку. А руку поднять вовремя было всегда возможно, поскольку голосовали открытым чаще всего, и председатель Верховного Совета Березин поднимал руку и сразу лез рук рос. Артемов Александр Алексеевич. К сожалению, он рано умер, он был избран по Саранску, в то время был действующим первым секретарем Ленинского райкома КПСС. Вот. Я его мало знаю и не видел, не слышал, поскольку, говорю, активности не проявлял и рано умер. Василий Дмитриевич, а вот те, кто были сторонники Бирюкова, они, значит, ждали, когда он поднимет руку? Мы дойдем еще и до этого. Ну, смысле... Эта система, она была всегда отработана. То есть, кто тебя избрал, тот и должен от тебя получить эти голоса. Поэтому эта система и была он первый отработана. всегда поднимал руку, да? Ну, конечно, чтобы видно было. Далее, Батюнин Алексей Петрович. Это генеральный директор территориального объединения Мордов Автотранс. Ну, как КПСС скажет, так и проголосуем.
Башков Василий Петрович. Вот это, можно сказать, правая рука Березина, самый ярый апологет КПСС, самый ярый мой противник и враг. Я подавал иск в суд против него и еще одного там депутата, первого секретаря, которые пытались меня оклеветать, но поскольку у них суд под контролем был, они даже не стали это дело рассматривать, так мягко спустили на тормозах. Ну, одним словом, был директор торга «Гастроном» в голодное время, замминистра торговли МССР, а потом у Березина зав. Финансово-хозяйственным отделом обкома КПСС. Дефицитными товарами распоряжался. Да, отсюда больше слов и не надо, так все понятно. Белякова Елизавета Петровна, ну, как по разнарядке в СССР положено было, доярка. Я когда пролистал этот справочник, около десятка доярок тут есть в депутатах Мордовии. Березин Анатолий Иванович. В этой книжечке два его портрета. Вот где депутаты Мордовии, где депутаты СССР. Но нигде не написано, что его исключили из партии, из КПСС. А фотографии одинаковые или разные? Да, одинаковые. Там все это согласовано. Березовский Иосиф Кириллович. Это начальник СМП-12 Ульяновского треста транспортного строительства. Вот я для себя здесь и поставил знак вопроса. За те 2 года, что мы работали вместе, я ни разу не видел и не слышал. Вот Бекмаев Шамиль Закариевич. Вот этот человек мой друг, поскольку он один из зачинателей экономического движения перестройщиков, он, можно сказать, зачинатель малого и среднего бизнеса в нашей республике. Еще при СССР он возглавлял кооператив «Монтажник», где средняя зарплата была в 3 раза выше средней по республике. Вот. И сам он говорит, я получал в 2 раза больше, чем Березин, секретарь обкома. Вот. Мы до сих пор с ним дружим, поскольку ясная голова, кандидат экономических наук, умеет заниматься экономикой, так и надо. Насчет зарплаты Березина, там ведь зарплата в конвертах была со времен Сталина. Я не знаю, я конверты эти не видел, и об этом документов вряд ли где мы найдем, а по воспоминаниям можно много нагородить. Далее Бирюков Николай Васильевич. Ну, по этому деятелю очень много в нашей республике прописано, и многие знают. Я только могу отослать к высказыванию самого Березина, позднего Березина, который сожалел о том, что он выдвинул его на руководящую работу. А как он там характеризует, это надо посмотреть в этих воспоминаниях. Далее, Борисов Анатолий Готлибович. Это директор Рузаевского опытного завода электровакуумного машиностроения. Ну, это, наверное, чисто, как говорят тогда, красный директор, который обкомом партии был назначен депутатом, он свою функцию выполнял. Я не помню, чтобы хоть раз на каком-то заседании он где-то выступал. Борисов Михаил Андреевич. Ну, это тоже один из бывших первых секретарей райкомов. Надо отметить, умный винтик КПСС. И он активно работал и в последнее время, и даже, по-моему, сейчас еще работает, хотя глубокий пенсионер. Борисов Владимир Яковлевич. Это старший прораб мехколонны номер 213. Я тоже его не видел и не слышал, поэтому не могу ничего о нем сказать. Также Баронин Геннадий Павлович, начальник станции «Красный узел», тоже избран был по одномандатному округу, 1 из 1, и выступать он там не выступал, сидел смирно, вовремя поднимал руки. А заседания где проходили, в каком здании? В здании Госсобрания, где сейчас там же в этом зале проходят, то есть от памятника Ленину туда к реке, вот это здание, где находится сейчас здание Госсобрания. Там большой зал, и в нем проходило заседание. Бочкин Сергей Михайлович. Это врач скорой медицинской помощи в Ичалковском районе. Ну, тоже не видел и не слышал. А с какой периодичностью проходили заседания? Ну, несколько раз в году проходило. Последнее время
у нас часто проходят там практически, может быть, каждый месяц из-за того, что надо корректировать бюджет. Появились какие-то переводы из Москвы, надо их распределить. Собирается сессия, но она собирается на час и решает все вопросы. У нас сессия работала по 2-3 дня с утра до позднего вечера. Ну и что интересно, наша местная телекомпания транслировала эти заседания, и поэтому народ хорошо видел, кто что говорит, о чем говорит, спит ли он там на заседании или активно выступает. Вот это сыграло большую роль уже потом, когда я баллотировался на пост президента Мордовской ССР. То, что народ видел, как я активно выступал и что говорил по делу, потому что только наша фракция «Демократическая Россия» готовилась к заседаниям и выступала. Вот. А остальные там депутаты, те, которые не были записные, выступающие от власти, они просто спали. Значит, был такой депутат Брагин Николай Евдокимович. Это тоже первый секретарь Зубово-Полянского райкома КПСС, который был назначен депутатом, ну, можно сказать, один из моих злейших врагов. Вот как раз эти два депутата, Брагин и Башков, которые в какой-то из газет написали о том, что я кому-то угрожал, что я тебя посажу, хотя такого быть не могло, не только потому, что я такого не говорил, но я в принципе такого говорить не мог, потому что моя позиция демократическая. Посадить может только суд за уголовные преступления. Бурканов Александр Николаевич, это тоже был первый секретарь Ичалковского райкома КПСС, но это мой друг. По идейным соображениям, я полагаю, что это примерно такой же человек, как у Горбачева перестройщики были в самом ЦК, которые были и за перестройку, и противники перестройку. Так вот, этот примерно человек, который, я думаю, мог бы повести Мордовию по китайскому пути, если бы вместо Березина в конце 80-х его бы избрали коммунисты первым секретарем обкома. Потому что человек был грамотный, здравомыслящий и пользовался авторитетом, а работал он заместителем у председателя Верховного Совета, сначала у Березина, а потом вот у Бирюкова. Ну, я говорю, по идеологическим таким вопросам мы во многом с ним имели общую точку зрения. Буров Александр Павлович, ну, это человек, который был избран от КПСС один из одного, также сидел тихо, смирно, вовремя поднимал руки, но в той справке, которую Горсовет опубликовал по злоупотреблениям высших должностных лиц, которые там незаконно получали квартиры, покупали автомобили, он там фигурировал. Бухаркин Владимир Петрович, это первый секретарь Атюрьевского райкома партии, но он, можно сказать, больше тяготел к Бурканову и можно сказать, что был тайным сторонником развития демократии в нашей стране. Явным он стать не мог, потому что его тогда просто с работы выгнали. Вот. Ну, так у нас с ним были неплохие отношения. Вот. И Владимир Петрович иногда выступал на сессиях, часто по делу. А самый активный депутат из тех, которые были избраны по спискам КПСС, это Бычков Николай Григорьевич. Он работал в свое время первым секретарем Краснослободского райкома КПСС. После падения КПСС он возглавлял завод «Промсвязь» в Краснослободске, ну, активно работал и часто говорил по делу. То есть это человек, у которого здравые мысли были. Вавилкин Александр Алексеевич, это бывший первый секретарь Темниковского райкома партии. Ну, как партия прикажет, так и голосует. Далее Василькин Владимир Ильич, это известный депутат, в то время был секретарем обкома комсомола, друг Меркушкина, они всегда сидели рядом и выступали примерно в одной позиции.
А в последнее время он длительное время работал в администрации президента, а сейчас возглавляет пенсионный фонд. Ну, я что о нем могу сказать? Активный депутат, иногда выступал, иногда даже по делу, но отпечаток накладывал именно та краснота, в которой он всегда служил, поскольку был в комсомоле, а потом в партии, ну и так далее. А места, где вы должны были сидеть, это вы сами определяли? Да, тогда места не были закреплены, поэтому кто хотел спать, садился подальше, чтобы не видно было. Мы садились примерно на третий ряд, потому что первые ряды занимали члены правительства, которые присутствовали там. Иногда их поднимали для справки там или чего-то. А мы занимали крайние места к проходу, чтобы удобнее было прорваться к микрофону и выступать. Волгушев Дмитрий Филиппович. Вот. Это человек, который внутренне, может быть, даже и сочувствовал нам, и поддерживал, но не мог против власти слова сказать. Но когда мы приехали на митинг в Дубенке, он нас угощал молоком, надо сказать, спасибо ему. Волгушев Иван Петрович. Этот человек длительное время после перестройки работал здесь в Октябрьской администрации, с успехом работал, он и депутат был видный, сам по себе кровь с молоком, краснощекий, высокий, статный, иногда выступал, иногда даже по делу, вот, но не мог проявить никоим образом к нам теплые чувства, поскольку был опять ставленником обкома партии. Волков Михаил Павлович. Михаил Павлович был директором «Орбиты». Это честный, порядочный человек, хозяйственник, но в рынок не вписался, поэтому «Орбита», у которой 90% номенклатуры было военной техники, а заказов стало гораздо меньше в 1992 году на оборону, и поэтому завод все падал и падал, но вот с рыночными отношениями не удалось справиться, и тогда директором «Орбиты» поставили Гармашова, который сумел спасти «Орбиту», найти там и заказчиков гражданских, но одним словом «Орбита» работает еще и до сих пор. Ну, еще раз подчеркну, что Михаил Павлович честный хозяйственник и такой активный был депутат, часто выступал. Волков Владимир Дмитриевич, вот такой он молодой был. Он был активный депутат, часто выступал, а избран был также в Саранске. В то время он был первым секретарем пролетарского райкома партии. Ну, надо отметить, что в республике о нем все знают, может быть, даже не хуже меня, поскольку любая газета сейчас на каждой странице пишут о том, как работает наш глава республики. О нем, значит, говорю, каждый знает. Я могу сказать только хорошие слова, и даже отмечу, что когда происходило потом голосование в 1993 году об упразднении поста президента, Владимир Дмитриевич Волков воздержался, и недавно в одном из своих заявлений он сказал, что упразднение поста президента было незаконным. Поэтому, я полагаю, дальше надо просто собраться депутатам и отменить то постановление, в котором меня обзывали коррупционером и прочее. Поскольку у меня еще с 1993 года есть справка Пензенской прокуратуры, которая говорит о том, что ни в чем я не замешан, и все обвинения – это пустое. Грак Петр Иванович – это известный строитель в нашей республике. Избрался он не с первого захода, а со второго захода. Вот. Но активно выступал, иногда даже по делу говорил. Вот. Гришакина Нина Ивановна. Ну, вот, честно говоря, даже не помню. Она председатель исполкома Куликовского сельского совета народных депутатов Краснослободского района. Ни разу не выступала, поэтому ничего не могу сказать. Гришин Александр Сергеевич. Ну, это тракторист, награжден медалью за трудовую доблесть. Ну, поскольку должны быть в парламенте не только доярки, но и трактористы, вот Гришин Александр Сергеевич был депутатом.
Горшенина Александра Ивановна. Ну, это один из апологетов КПСС. Не просто первый секретарь райкома, она в Ельниковском районе была первым секретарем, но и активный человек, который противодействовал становлению демократии в нашей республике. Можно сказать, Гуслянников для нее злейший враг был. Василий Дмитриевич, а вот были там, вы уже упоминали депутатов, которые были из сел, в том числе доярок и из сельских поселений работников. А было такое, что они выходили на сцену перед огромным залом и от смущения терялись и уходили? Нет, ну им же, если давали какое-то выступление, там, то дали бумажку и все. Но обычно давали бумажку тем, кто мог говорить. У них и были свои ораторы, которые гладко могли вешать лапшу на уши. А каждый депутат хотя бы один раз должен был выступить или нет? Нет, такого нигде не прописано, поэтому я и говорю, что есть депутаты, которые за все 5 лет ни разу не выступали. Гудулина Людмила Ивановна. Это была зауч школы на Светтехстрое, причем мы ей помогли стать депутатом, активно мы помогали ей выдвинуться, активно за нее агитировали. Она замечательный человек, замечательный педагог, умница, была зауч, а потом стала директором 23-й гимназии здесь, на юго-западе. Активно работала, и она была в нашей фракции «Демократическая Россия». То есть учитель был в оппозиционной фракции и не боялся, что ее уволят? Да? Ну, мало таких было смелых людей, мало того, просто ее не за что было уволить. А для того, чтобы показать, что у нас власть-то демократичная, поэтому не то, что уволить, ее даже повысили. Гуляев Владимир Владимирович, это начальник Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги, не видел, не слышал, ничего не могу сказать про него. Ну, а это я такой молодой вот. Тут, расскажите о себе. Тут народный депутат от Октябрьского избирательного округа номер 26. Поэтому вот на этой книжечке ДСП стоит номер 26. Это мне дали по номеру моего округа. Мой округ, это был 40-я школа на Химаше, и рядом с ним там вот эти многоэтажки. То есть в нашем округе было 3 кандидата, и мне удалось с первого захода набрать около 65% голосов. Я победил действующего кандидата от партии, который специально выдвинули учителя от 40-й школы. Думают, раз это 40-я школа, там административный ресурс поработает, и учитель победит Гуслянникова, потому что такие горлопаны, как Гуслянников, нам не нужны, мол, в Верховном Совете. Но оказалось, что народ оказался умнее. Я прошел лично, уже рассказывал об этом, с мегафоном по всем дворам, организовывал встречи прямо по месту жительства и рассказывал, чего я хочу и как я планирую этого добиваться. И народ поверил и проголосовал. Поэтому, ну, тут такие короткие данные, что я вот работал на кафедре ядерного магнетизма в университете, служил в советской армии, потом вернулся на кафедру опять ядерного магнетизма, потом инженер-технолог Саранского завода полупроводниковых изделий, а с 1975 года ведущий инженер, старший научный сотрудник НИИ силовой электроники. И вот наш институт силовой электроники меня выдвинул кандидатом, и я победил тогда в первом туре прям. Далее Дементьев Александр Николаевич. Вот. Этот человек потом был главой Тенгушевского района. Этот человек был дружен с Николаем Ивановичем Меркушкиным. Ну, и он каким-то боком, в общем-то, тяготел и к нам. Мы с ним имели хорошие взаимоотношения. Умный, ищущий. Но открыто проявить свои симпатии он к нам не мог, потому что выдвигал его ком КПСС. Денисова Римма Алиевна, это заведующая детской поликлиникой номер 2 в городе Саранске, врач. Ну, я полагаю, что позиция у нее была такая промежуточная. Я, мол, буду заниматься вопросами здравоохранения, остальное меня мало волнует.
Поэтому вот таким образом. Но она часто иногда на сессиях выступала по делу. То есть грамотная такая женщина, депутат. Долгова Валентина Егоровна, это экономист, на Саранскабеле заслуженный экономист, по-моему, даже потом получила. Ну, в политику не лезла, занималась своей вот этой экономической работой, и так не видно было, не слышно на сессиях. Дрожнюк Петр Савельевич, это человек, который возглавлял Мордовпотребсоюз, а тогда это считалась значимая фигура, поскольку в стране напряженка была с питанием, он имел большой вес. Часто выступал, иногда и по делу выступал, ну, одним словом, райпо. Дружков Валентин Александрович. А райпо это как расшифровывается? Районное потребительское общество, и союз этих районных потребительских обществ назывался Мордовпотребсоюз. Они вели альтернативную торговлю в районах, там, где не было государственной торговли, была торговля райпо. То есть сейчас эту нишу заполнили такие ИП, частные предприниматели, которые там автолавки или магазины сделали в крупных селах. Дружков Валентин Александрович, он работал директором Саранского горпромкомбината, аполитичен, но, может быть, в душе каким-то образом был согласен с нашей позицией становления демократии, но открыто ее не мог выразить, поскольку боялся обкома партии. Дубровин Константин Иванович, этот человек работал на ТЭЦ-2, вот. Он смелый был, потому что работяга, и в нашей фракции был «Демократическая Россия», молодец. Именно трудяга, рабочий класс. Дугушкин Николай Васильевич. Этот человек опять был ставленник обкома партии, и позиция была такая в отношении КПСС. Чего изволите? Как надо, так и проголосуем. Дуденкова Зинаида Ивановна. Ну, это вообще резчица стеклоизделий из СПО «Лисма», она была членом ЦК Коммунистической партии РСФСР. То есть, часть должны быть доярки, а часть и члены ЦК. Дыков Иван Егорович, это главный лесник был в то время. Честен, но держался за кресло, поэтому открыто свою позицию, а позиция, может быть, у него и была, поддержать нас, потому что мы говорили правильные вещи. Но открыто он не мог этого сделать, поскольку мог бы лишиться тогда этого кресла главного лесника. Егоров Анатолий Александрович, это директор Атяшевского ремонтно-технического предприятия. Ничего не могу сказать, не видел, не слышал. Елизаров Валентин Александрович, ну это опять же первый секретарь Ордатовского райкома КПСС, кто назначил, в честь того и голосуем. Елисеева Любовь Геннадьевна, преподаватель Краснослободской средней школы номер 2, учитель. Ну, видно, скромный учитель, задание на дом дали, выполнила, вовремя проголосовал и все, не слышал, как выступает. Железнов Иван Петрович. С 1978 года был министр сельского хозяйства, то есть большой чиновник, возглавлял Госагропром, Госкомитет продовольствия. Ну, бывший первый секретарь Рамадановского райкома партии, поэтому тут все в одной струе вместе с Анатолием Ивановичем Березиным. Жочкин Николай Михайлович. Он уже был тоже здесь. Депутат РСФСР еще и депутат Мордовии. Ну, я скажу, что приличный человек, но всю жизнь проработал в КПСС, поэтому он красный, и был, и есть, и остался красным. Журавлев Борис Алексеевич, это тоже первый секретарь. Вот, много выступал, но говорил так, чтобы совершенно ничего было не понять из его выступлений. То есть свою позицию не пытался четко обозначить, а вдруг она не такая будет. Поэтому
Затков Геннадий Петрович от Качкуровской межхозяйственной передвижной мехколонны. Вот, ну ничего не могу сказать, не видел, не слышал. Занькин Александр Федорович, ну, это партийный карьерист. Сделал хорошую карьеру, на излете КПСС стал первым секретарем Саранского горкома партии, ну и потом не потерялся, каким-то там предпринимателем стал. Вот. Зверев Василий Алексеевич, это монтажник ПМК, он честный работяга, нам симпатизировал, но потом все-таки его взяли, работает до сих пор еще в Белом доме, на каких-то там второстепенных должностях. Зверков Вячеслав Алексеевич, это самый молодой депутат у нас был, ну, может быть, не самый, но один из самых молодых, поскольку я был молодой, а он на 17 лет еще моложе меня. То есть ему всего было 24 года, когда он стал депутатом. Он возглавлял организацию воинов-афганцев, вот, боевой, молодой, лидер афганцев. Вот, и нам помогал во многом, а в 93-м году, когда МВД сняли